Всем привет, меня зовут Меган, и сегодня я вам покажу второй переход из анимации, которую мы делали несколько недель назад. Кто-то делал, кто-то не делал. По крайней мере, результаты показали не все. Вы можете найти первый переход, полистав вкладку анимации. Этот переход был основан на теснении вместе с волной. Сегодня мы поговорим о полутоновом узоре. Во-первых, мы второй слой копируем. Я скопировала его 30 раз. Ненужное мы удалим, нужное добавим. И начинаем. В принципе, этот переход будет вообще не очень сложный. Просто дал показать, как используется полутоновый режим. Я все буду придумывать на ходу, так что могу зависать на некоторое время. Так, теперь с вами переходим в размытие, радиальное размытие, оставляем 6 пусть будет, делаем настройки. Так, следите за мной. Вторую копию нужно использовать искривление. Повторить и совсем чуть-чуть делаем. Объединяем. Появилось движение и продолжаем. Увеличиваем на чуть-чуть, чтобы не было очень резко. Вы, конечно, можете использовать комбинацию клавиш Ctrl-F, но я не советую. Лучше все делать руками. Потому что может быть очень резко. Так, и тут мы начинаем использовать скручивание. Ну, это примерно 28. Что у меня было очень резко. Так, 20. Ставим 45. Идем обратно в искривление. Добавляем чуть-чуть искривления. Идем в скручивание. 51. И так продолжаем. Сколько вы хотите, вы можете сделать. Я хочу, чтобы было как-то плавнее, поэтому начинаем. Этот переход, конечно, лучше использовать в анимации, потому что видео столько слоев не касается.
результат меня радует. Надеюсь, у вас все получится. Если не получается, обязательно спрашиваем. Я помогу, чем смогу. Я, конечно, не все знаю. Хорошо, это сама я все учила, все искала. Так, думаю, хватит. Остальные слои, я думаю, я тоже сейчас использую. Так. Я просто сделала метку сейчас, чтобы, когда я буду использовать дальние слои, чтобы не запутаться и не забрать лишнего. И вот начинаем с этого. Так. Ну, то значит, я поставлю 30. И сейчас подумаем, что можно сделать с этим. А можно у нас сделать сдвиг. Прозрачный сдвиг. -7 по горизонтали. Нажимаем ОК. И берем мягкий ластик. Меняем на 60. И вот этот вот слой. Грани между слоем мы подстилаем. Второй. Уже можно сделать 35. Минус 13. И снова потеряем границу. Так мы увеличиваем сдвиг на несколько, затем на чуть-чуть. Так, это я уже не сюда пошла. Минус 17, подтерли слой. Я надеюсь, пока что все понятно. Поэтому ничего такого сложного нет. Осталось совсем чуть-чуть. Так, вот у нас получилась такая вот штучка. Так, остальные слои осталось их 3. Можно удалить. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Получилось 9.
Третий слой мы копируем тоже несколько раз. И посмотрим, как это все можно сделать. Я думаю, я сделаю просто обычное проявление с радиальным размытием, потому что и так очень много нам грибов. И это может оказаться слишком грязно. Поэтому делаю размытие на 10. Я нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-F еще 8 раз. И далее все 9 слоев, которые у нас будут, мы просто уменьшаем на них. И получается уже 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Теперь мы будем соединять. Переносим следуемое копии третьего слоя под копии второго слоя. И потом их будем соединять между собой прозрачностью. Так. И поставим, наверное, 25. 35. 37. 40. 45. 50. 58. 67. И 83. Если честно, я ставлю наугад средние числа, чтобы просто не смотрелось так грубо, а было поплавнее. Ну, вот у нас получилось что-то. И теперь мы добавляем новый узор. Когда мы его делаем, следите вот за этим окошком, чтобы было вот так вот. Так, неправильно. Так, мы скопировали наш слой, сделали полутоновой узор совсем чуть-чуть и дали ему прозрачность 20. Снова копируем, дальше мы будем повторять все так же. Увеличиваем размер и прозрачность оставляем такой же. Постепенно мы можем увеличивать прозрачность, чтобы не смотрелось так тускло. Наверное, поставим 25. Это будет интересно. Последний раз мы увеличиваем. И теперь мы делаем 25 прозрачность. И делаем наш узор.
здесь будет 22 и еще меньше размер. И в принципе совсем будет 18, еще меньше узор, пусть даже будет 15, как раньше. И вот что у нас получилось, сейчас я покажу. Вместе с первым переходом это будет выглядеть вот так вот. Сейчас я включу видео. Ну, конец. Результат урока я выложу. И вы посмотрите. Надеюсь, будут результаты. Вопросы, что непонятно, задавайте. Буду рада ответить.